Вы смотрите актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 24 июля свой профессиональный праздник отмечают работники сферы торговли и общественного питания. С начала введения ограничительных мер сфера торговли и общепита оказалась в непростых условиях. Как сегодня чувствует себя бизнес, какие меры поддержки оказывают предпринимателям в сфере услуг? Поговорим с гостьей студии, министром предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ириной Высоких. Ирина Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Сократилось ли количество субъектов малого и среднего бизнеса из-за ограничительных мер по сравнению с допандемийным периодом? Вы знаете, сначала сократилось, но бизнес очень быстро адаптировался, и мы уже на текущий момент вышли к позициям 2019 года, и в некоторых направлениях даже увеличили как количество субъектов МСП, так и занятых. На какие меры поддержки в этом году могут рассчитывать предприниматели? У нас расширился перечень услуг, остались традиционные уже за последние 3 года меры поддержки, такие как модернизация производства. До 500 тысяч мы субсидируем предпринимателям, занятым в сфере как раз товаропроизводства, в реальном секторе. И, конечно, мы субсидируем придорожный сервис, как раз сферу и торговли, и общепита в едином составе. Это те предприниматели, которые делают комфортным наши поездки по огромной территории Республики Саха-Якутия. До полумиллиона мы также субсидируем их затраты. Мы в новые меры поддержки ввели в сфере туризма. Мы в этом году будем помогать тем предпринимателям, которые строят круглогодичные туристические дома. В этом году есть ряд новых комплексных услуг, которые мы будем предоставлять через Центр «Мой бизнес». Например, такие услуги будем представлять, как SMM-продвижение, как разработку сайтов. Также мы вводим новую услугу, это создание фото-видеоконтента. Это интересно как самозанятым, например, если вы делаете какие-то товары народно-художественного промысла, либо печете торты, вы можете обратиться в Центр «Мой бизнес». Мы поможем сделать качественный фото-видеоконтент для того, чтобы вы в последующем могли это использовать как в соцсетях, так и на собственных сайтах, которые также можете заказать у нас. То есть достаточно широкий перечень мер поддержки, как для, повторюсь, самозанятых, которые только-только начинают свой путь в бизнесе, так и для действующих предпринимателей. По-прежнему предлагаем широкий пул мер поддержки в сфере финансовых услуг, то есть мы представляем кредиты от 6% и лизинг также от 6%. Вся подробная информация есть у нас на портале, на нашем сайте, ну и в наших соцсетях Минпреда, в том числе на моей странице. Можно спокойно писать мне в мессенджер на Фейсбуке, я в субботу в течение всего дня отвечаю на все сообщения. В связи с массовой вакцинацией против ковида сфера услуг торговли и общепита заметно оживились. И какие еще действуют ограничительные меры? И каков механизм работы кафе, ресторанов на сегодня в регионе? Вообще в сфере торговли, общепита у нас задействована треть всех занятых в МСП. Это достаточно серьезный сектор. Более 20 тысяч субъектов МСП у нас работает в сфере торговли. Более 2500 в субъектах МСП, которые заняты в сфере общепита. И, конечно, ограничительные меры, они очень серьезно повлияли на их текущее положение бизнеса. Им пришлось резко оцифроваться, им пришлось очень быстро выстроить новые корпоративные отношения с собственным персоналом. Сейчас, например, идет этап активной вакцинации. И, конечно, на предпринимателей, так как и на других любых руководителей, например, на меня, да, очень серьезная миссия возложена. Мы должны не только объяснить собственным сотрудникам о том, как важна вакцинация, но и сделать ряд мер для того, чтобы они могли комфортно ее пройти. Поэтому постоянно находимся в тесной связке, на любые острые вопросы стараемся предпринимателям дать ответ. Регулярно в нашу группу по торговле, по общепиту мы направляем свои разъяснения, потому что указы иной раз тяжело читать не только бизнесу, но и госслужащим, поэтому мы очень подробно их переводим на нормальный русский язык, чтобы всем было понятно, что там написано и как это, собственно говоря, исполнять. Ну и стараемся, содействуем непосредственно в острых вопросах, когда нужно перейти, например, на ковид-фри зону. Это мы делаем вместе с бизнесом, учимся друг у друга и, мне кажется,
в последнее время у нас получается. Вот хотелось бы подробнее поговорить как раз таки о ковид-фри-зонах, как они работают, как туда попасть простым людям, ну и как вообще организована работа мест общепита. Да, вот люди, которые не совсем сведущи в том, что происходит, иногда нас критикуют, зачем повторяете за Москвой. Мы не повторяли за Москвой. Москва ввела ковид-фри зоны как обязательное условие. Мы же пришли по другому пути. Мы предложили тому бизнесу, который хочет работать после 12, который хочет с себя снять бремя дополнительных ограничений, зайти в ковид-фри. То есть вакцинировать своих сотрудников и предложить вакцинированным, значит, жителям нашей республики приходить к себе и чувствовать себя спокойно в этой ковид-фри зоне. Поэтому у нас бизнес на данный момент 22 предприятия у нас уже зашли в реестр, неплохо себя чувствуют, мы регулярно с ними встречаемся на ВКС, спрашиваем, как у вас дела, не уменьшился ли поток. У кого-то действительно уменьшился, а у кого-то вырос. То есть здесь вопрос как раз СММ-продвижения, насколько активно бизнес доносит до своих потенциальных потребителей услуг, что у них, собственно говоря, произошли изменения, и на текущий момент у них свободная от коронавируса зона. Поэтому мы как раз их сводим между собой, они лучшие практики принимают, и мне кажется, еще пока ни один предприниматель назад не захотел. У нас только увеличивается количество бизнеса в ковид-фри. Ну, в ковид-фри, я думаю, активно работает в Якутске. Как вообще, знают ли об этом в наших других городах, в том же Мирном, в Нерюнгри, не знаю, в Алдане, да? Как там переходят в такой формат потихоньку работы? Подключаются, не скажу, что активно, но здесь же еще есть такой момент, что в Якутске очень активно работает и административная комиссия, и полиция, и сотрудники отдела торговли и общественного питания Минпреда, которым приходится поправлять тот бизнес, который не соблюдает ограничения. В других городах я общаюсь с предпринимателями, там немножко спокойнее ситуация, но не скажу, что это правильно, потому что мы все ответственны за действия, которые мы совершаем, и бизнес, конечно, тоже должен создать необходимые меры предосторожности. Поэтому сознательные там тоже есть, тоже заходят в эту историю. А кто не хочет, тот просто продолжает соблюдать ограничения, и ничем они не обязываются заходить в эту ковид-фри зону. Вы сказали о том, что ведете работу по вакцинации среди сотрудников предприятий, да, общественного питания. Как вообще активно вакцинируются? Есть ли какая-то информация о проценте вакцинированных среди сотрудников? Могу сказать за себя, мы на 80 с лишним процентов вакцинированы в Минпреде, остальные просто имеют медотводы, либо пока находятся в отпуске и еще не успели вакцинироваться, ну, за рубежом я имею в виду. Поэтому мы подаем пример, прежде всего, рассказываем о собственном опыте. Например, у нас был очень хороший ВКС совместно с Роспотребнадзором, с Минздравом, где коллеги рассказали бизнесу о том, какие могут быть последствия, если они не вакцинируют свой персонал. И призвали, прежде всего, делать это добровольно, никого не заставлять, но разъяснять. И острые вопросы, которые были у бизнеса, как раз Минздрав и Роспотребнадзор очень успешно снял. И мы планируем в ближайшее время снова повторить этот опыт, потому что он бизнесу оказался очень полезен. И предприниматели сейчас просят новый ВКС сделать, чтобы как раз на новый пул вопросов наши коллеги могли ответить. Свой профессиональный праздник работники торговли в сфере общественного питания отмечают в непростых условиях из-за лесных пожаров. И именно предприниматели сегодня вносят свой весомый вклад в их тушение. Какую помощь оказывают предприниматели? Вы знаете, с самого начала моей работы в оперштабе мы сталкивались с такими вопросами, например, когда нужно было обеспечить срочно нашу технику запчастями. Не всегда есть оперативное финансирование. Выходя на бизнес, я ни разу не сталкивалась с тем, чтобы предприниматель сказал: нет, сначала деньги, а потом уже стулья. Да? То есть бизнес всегда идет навстречу. Если нужна была помощь, например, в Хангаласском районе, куратором которого я являюсь, в сфере помощи добровольцам, той же экипировкой или продуктами питания, бизнес всегда идет навстречу и, наоборот, спрашивает, чем помочь еще. И здесь я могу тоже особую благодарность выразить Союзу товаропроизводителей Республики Саха-Якутия,
Ирине Владимировне Котенко и всем предпринимателям сферы торговли, которые очень быстро и оперативно помогают бизнесу, помогают, точнее, районам, чтобы обеспечить добровольцев всем необходимым. Сейчас у нас активная стадия, мы готовимся выехать большим составом бизнес-сообщества на помощь горному району. А также у нас бизнес обеспечил автобусы, бизнес обеспечил экипировку, ранцы. Поэтому предприниматели очень активно участвуют, и не приходится даже никому обращаться, они сами инициативно выходят и спрашивают, чем помочь. И все-таки, несмотря ни на что, как отмечают свой профессиональный праздник предприниматель? Несмотря на все наши ограничительные меры, мы сделали достаточно большую программу. У нас проходит очень много мастер-классов, информационно-консультационных направлений, образовательная программа. Есть очень много вопросов, которые бизнес на текущий момент должен оперативно решить. Это касательно, например, маркировки молока. Поэтому профильных семинаров мы сделали очень много с помощью, в том числе, наших коллег, например, с Минсельхоза. Ну и, конечно, приятные праздничные мероприятия. Мы большим составом, к сожалению, не могли собраться, но только писем благодарственных и грамот я подписала огромную стопку, там более 200 было предпринимателей, и я думаю, что к вечеру еще одну такую стопку подпишу. И, конечно, сегодня я поеду поздравлять ветеранов торговли, которые внесли большой вклад в развитие того направления, которое на текущий момент является основным в бизнесе в якутском. Все-таки треть это как раз представители торговли, сферы общественного питания. Поэтому буду выражать благодарность от действующих предпринимателей, нашим ветеранам торговли за то, что они стали родоначальником того бизнеса, в котором мы сейчас активно работаем. Я думаю, что торговля будет долгое время еще преобладать на рынке наших услуг, и общепит будет развиваться, и как министр не только предпринимательства, но и туризма я могу только пожелать активному развитию обоим сферам, потому что любой житель и гость нашей столицы, нашей республики, он должен себя чувствовать комфортно, он должен иметь возможность попробовать нашу национальную кухню. Я очень рада, что все больше ресторанов появляется в этом направлении. Нам очень хочется, чтобы было больше торговли и в цифре тоже. И мы с радостью отмечаем, что у нас бизнес вышел за пределы республики. Мы на Wildberries, мы на Амазоне, мы на других площадках. Мы создали свою площадку ETP-14, сделанную в Якутии, и активно продаем по всему миру товары, которые произведены в республике. И я уверена, что с такими предпринимателями, выросшими в холодных северных условиях, которых не сломила ни пандемия, ни пожара, я думаю, что ни любая другая стихия. Вместе мы пройдем самые серьезные испытания, станем еще сильнее. И бизнес республики своими цифрами доказывает, что он готов развиваться, готов создавать новые направления, новые товары и услуги, и готов создавать прежде всего рабочие места. Поэтому к бизнесу хочется увидеть больше уважения. Это самоотверженный труд, и люди, которые становятся предпринимателями, не берут риск не только за себя, но и за своих сотрудников. И мы очень рады, что в предпринимательство приходит все больше молодежи, что они не хотят идти на госслужбу, они хотят быть независимыми, они хотят создавать, созидать и развиваться так, как они это видят. Поэтому мы только хотим пожелать дальнейшего развития в сфере торговли, общественного питания, вообще всему предпринимательству Республики Саха-Якутия. Ирина Сергеевна, на этой прекрасной ноте мы закончим нашу беседу. Поздравляем вас с праздником, желаем вам всего наилучшего в вашей работе. Спасибо большое. А я напомню о том, как существует и чувствует себя бизнес и какие меры поддержки оказывают предпринимателям. Нам рассказала министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Ирина Высоких. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.